слова на земле – «мама». Это прекрасное слово, которое впервые произносит человек, и звучит оно на всех языках мира одинаково нежно. У мамы самое доброе и ласковое сердце, самые добрые и ласковые руки, которые умеют все. В верном и чутком сердце мамы никогда не гаснет любовь, оно ни к чему не остается равнодушным. 8 марта. 8 марта, а чей это праздник? Мамин. А еще? Бабушки. И твой. И девочек. Это праздник всех мам, бабушек и маленьких вот этих девочек. Чем мы занимаемся? Клеим. Клеим. А что мы клеим? Салфетку. А для кого салфеточки, Лена? До мамы. Для мамы? А чего вдруг решили для мамочки клеить салфеточки? Праздник какой-то или что? Да. Что вы там рисуете? Маму с дочкой. Маму с дочкой? А это у вас занятие или что? Или подарок какой-нибудь? Подарок. А подарок какому дню? Мамин. Нет на свете приятнее для мамы, чем слова благодарности и ласки своего ребенка, их любопытство и, конечно же, наивность. Дети умеют любить и прощать, успокаивать и ласкать. А мы, мамы, радуемся, переживаем и болеем вместе с ними. А как насчет поведения, как мы ведем себя? Дома как мы ведем себя? Хорошо. Хорошо себя ведем? А хорошо это как? Помогаем маме или иной раз можем попакостничать? Нет. Нет. Помогаем. А в чем вы маме помогаете, мальчики? Посуду мыть, убираться. А вам ваш сын помогает по дому? Помогает. Любит пылесосить. Очень любит помогать мне, когда я стряпаю тоже. Что еще? Любит убирать снег на улице. И вы считаете, что посуду мыть это рыцарское дело, мальчишеское дело? Нет. Мы тоже спросили мальчиков, задали им вопросы, любят ли они помогать мамам. Естественно, все ответили, что любят. Но вот как-то насчет посуды вопрос у нас стал ребром. Вроде как и не надо бы помогать, не мужское это занятие, а вроде как и маме неохота досаждать. Вот мы спросим маму Артура Нуриева, он вам моет посуду, помогает по кухне? Помогает. Артур мне во всем помогает. Даже стряпать помогает. Даже стряпать? Да, даже стряпать. Ну да вы счастливая мама. Почему мальчики у нас посуду моют? Потому что мамам надо помогать. Правильно, несмотря на то, что мы мальчики, но все равно мамам надо помогать. Тем более, если в некоторых семьях нету сестренки, да? Ваша дочь, конечно же, тоже сказала, что помогает. Помогает она вам? Конечно, помогает. А конкретно чем? Полы моют, посуду моют, пыль протирают, стирают. Ну, все, что касается по хозяйству, они делают. И А как они вас с праздником поздравляют? с праздником поздравляют. Один раз был такой случай, значит, проснулись они у меня в 5 утра, приготовили мне завтрак, приготовили праздник, там были и поделки, значит, которые они сделали, значит, сами. Ну и немножко взяли что-то из моего гардероба и с песнями, с танцами рассказывали стихи. У меня дети на это очень выдумывают. У вас очень замечательно, видимо, в семье праздники проходят. Спасибо большое. А как ваша дочь вам помогает? Ну, дома ее первая обязанность – это мыть кастрюли, когда я стряпаю. Самую такую работу мы, да, нелюбимую старшими детьми делает младшая. Кроме того, она очень часто, когда мы чем-то заняты, заходит в кухню, чтобы никто не видел, делает там уборку. Вымоет посуду, перетрет ее всю, все на столе разложит. Это она очень любит. Валечка, скажи, маме, ты дома помогаешь? Да. А что ты делаешь? Полы мою. Полы моешь. И еще что?
Посуду тоже можно. И посуду моют. А кто еще маме помогает? Я маме помогаю мыть посуду, кушать готовить. Кушать даже готовить? А что ты умеешь кушать готовить? Картошку, суп. Картошку и суп, умничка. Лена, а стишок какой-нибудь про маму знаешь? Расскажешь? Мама долго хлопотала, все дела. Мама сзади так устала, на диване перегла. Я ее не буду трогать, только возле постою. Пусть поспит она немного, я ей песенку спою. К маме стану я поближе, очень я ее люблю. Девочки, а что вы бы хотели пожелать маме в этот день, день 8 марта? Счастье, здоровья, любви, не болеть. Чтобы маму слушали все дети. Мам, а что бы вы сделали для своих мам? Подарки подарили. А еще что? Мы бы для мам букет цветов собрали. Букет цветов собрали. Мы находимся в родильном отделении поселка Усьмая. Зашли в палату и видим 3 прекрасных женщин, которые готовятся стать матерями. Давайте знакомиться. Ирина. Ирина — это у нас самая молодая мама, будущая мама. Валя. Валентина, так сказать, это средняя наша мама, у которой есть еще. 2 детей, 2 девочки. А кого мы еще, Валентина, ожидаем? Ну, желательно, чтобы мальчик родился. Ну, как по имени назвать, я даже не знаю, еще не думала про это. Это для разнообразия мальчика или сильно уж хочется? Ну, желательно, чтобы был мальчик. 2 девочки есть, еще был мальчик. Да, мальчик обычно считается как продолжатель. Рода, да? Ну, Ирина, молодая парочка, поженились. Ну, обычно всегда этот процесс через год появляется ребенок. Как ты видишь своего будущего ребенка? Ну, таким крохотным. А не страшно рожать сегодня? Да я даже не знаю. Я первый раз, так, по-моему, не страшно, наверное. Ну, сейчас подойдем поопытнее. Страшно или не страшно? Это 3-я женщина, которая рожает, тоже будущая мама. У нее сколько детей и как зовут? У меня 5 детей, начиная с возраста с 20 лет и до 4,5. Зовут старшего Володя, потом Вероника идет 15 лет, девочки. Дальше идут Иришка 11, Андрюшенька 10 и самая маленькая 4,5 года Анжелика. А маму как зовут? Мама Надя. Вот скажите, страшно или не страшно? Вот молодежь еще не знает. Мне кажется, все равно каждой женщине страшно, наверное, эти роды проходят не бесследно. А скажите, ощущение после того, как уже дала жизнь новому маленькому человечку? Для мамы, конечно, это облегчение большое после родов. Все равно это тяжело, 9 месяцев проносить ребенка
Ну и, конечно же, радость, что дала жизнь новому дитю. А что помогает все ж таки 9 месяцев, сами сказали, срок большой, что помогает все ж таки женщине не первый, не второй, не третий, а уже 6-й раз пойти на такой подвиг, можно сказать? Ну, наверное, любовь к детям. Извините, а вы по образованию кто? Я работаю заведующей бани. Не с детьми. Не с детьми связанная, нет. И все ж таки любовь к детям сопутствует женщину на протяжении всей своей жизни. Потому что женщина – это, конечно, в первую очередь мать. Она дает жизнь новому человеку. Если бы не было бы женщины, конечно, бы не было и нас с вами. Сегодня счастливый человек в семье Рачковских. Екатерина и Николай. У них родился 4-й ребенок в семье. Как зовут вашего ребеночка? Нашего ребенка зовут Вениамин, и это имя, оно дает как бы библейское имя. Это 4-е колено израильского народа. Но в сути нас побудил этот ребенок родить, потому что мы стали верующими людьми и начали новую жизнь. И как и эта новая жизнь, которую хвала Господу, что она дает. Всегда были трудные времена, всегда люди менялись, и было лучше и хуже жить. Раньше много было в семьях. Но больше Бог не дает, чем может семья вынести. Раньше и по 10, и по 12 детей было. Но мы зараз только поняли, те дети, которые Господь давал, но мы по своему коварству делали много непотребного, и не по слову поступали Божьему. Потому сейчас, что Бог дает, мы знаем, что Бог дает, если дает ребенка, дает и пропитание, и одежду для него. И все мы ходим под Богом люди. Так что надо задуматься. Времена всегда были легкие, и тяжелые. Сейчас тяжелое, но мы хотим надеяться, что будет легче время и лучше. И дети дадут, это наша радость. Как говорится, женщина – хранительница очага. И главное предназначение женщины – это, конечно, родить хорошего, здорового ребенка. Катерина, скажи, пожалуйста, все ж таки жить тяжело, 4 детей, но все ж таки я считаю, это большой подвиг. Подвиг женщины, которая решилась. Родила в 40 лет, да? В любви все возрасты покорны. Конечно. Любовь, конечно, она, если она есть, конечно, она всегда вечно будет. А тем более, как, если мы вот теперь, я сама лично, как познала от Бога Иисуса Христа, конечно, это пересказать невозможно. Ну, это самое. Но я считаю, что если бы, конечно, я не познала Бога, может быть, это существо и не было до сегодня. Пусть этот маленький ребеночек Вениамин растет в любви и согласии. И счастья вам, и любви вам. И с праздником вас. Скоро приближается праздник, 8 марта, праздник женщин. И всего вам, всего наилучшего. Спасибо. Спасибо. До свидания. Всех благ. Благодарю я докторов, благодарю за заботу людей, благодарю и... Сегодня для всех нас, женщины, тяжелое время. Потому что очень много социально-бытовых проблем. Сказывается ли это как-нибудь на решении женщины стать матерью сегодня? Конечно, это сказывается на женщин. Вот в последнее время, если взять за последние 3 года, рождаемость резко снизилась у нас. Вот, например, по Усьмае за 95-й год, если взять, у нас 75 родов только. Когда в 93-м году у нас родило 105 женщин, а в 94-м году 95 женщин, а в этом году только 75 женщин родилось. А прерывание беременности, наоборот, у нас растет. Вот. Если в 93-м году прерывание беременности было по 66 только, а в этом году, ну, за 95-й год, 105 женщин прервали беременность. Это все сказывается, потому что жизненные трудности женщин заставляют идти на такое решение проблемы. Скажите, а какие сегодня женщины приходят к вам? Ну, женщины рожают всякие у нас, так как и раньше рожали. Но есть тенденция того, что первородки у нас помолодели. Рожают очень юные первородки, школьницы. Раньше такого как-то не было. По 15, по 16 лет. Она сама еще ребенок, а уже она психологически, она не подготовлена к этому, к воспитанию ребенка. Бывает, что и без паспортов еще женщина рожает. Вот такие у нас проблемы.
А тот факт, что женщины молодые, как-то сказывается на общее развитие ребенка? Ну, на развитие это, может быть, не особо и сказывается, но дело в том, что она сама еще ребенок. Она воспитать сможет ли его в таком возрасте? Что она может дать этому ребенку? Зачастую, что получается так, что бабушка выступает в роли мамы. Ребенка регистрирует на себя. Потому что мама еще не подготовлена к тому, чтобы действительно стать мамой. Ну, это наша общая беда. Беда, наверное, не только этих молодых мам, а я считаю, что это беда всего нашего общества. А какие случаи у вас интересные в вашей практике есть? Ну, случаев за свою работу у всех, наверное, по много было всяких. И какие-то забываются, какие-то вспоминаются. Сейчас сразу, конечно, трудно вспомнить. Но один вот случай у меня был. Поступает ночью женщина. Ну, пока ее везли, то что так случилось, что мы ее положили сразу в родовую. Родила она девочку, ну, там такие были возгласы, счастья было столько много, радуется женщина, все, довольна, что девочку родила и хотела девочку. Положила я на стол ребеночка, перепеленала, завернула, все, отворачиваюсь к ней, подхожу, смотрю на нее и говорю, сейчас мы еще будем рожать. Для нее это, конечно, был удар, так как она не знала, что у нее двойня. И в первую очередь, что она начала ругать меня. Ты что, с ума сошла? Мне не надо, да откуда ты взяла, быть такого не может. Я говорю, ну может, не может, раз уж он есть, будем сейчас рожать. Ругалась, ну родили мы через 15-20 минут, родили мальчика еще одного. Она сразу, ой, как хорошо, какая я счастливая. Ну вот теперь и мне ребеночка, значит, мне дочку, папа хотел сына, значит, и сына получил. Значит, радостная такая, довольная. А потом тихонечко говорит, а больше нету. Оказывается, мало было. А сколько лет было этой маме молодой? Ну, женщина первородящая была, я не помню. Где-то за 20, наверное, лет было. Так что она стала сразу и девочка у нее, и мальчики, и папе, и ей. То есть хватило того, чтобы один ребенок появился на свет, и уже женщина... Для нее, конечно, неожиданно было. Но это сказалось то, что женщина не стояла на учете, она к этому не подготовленная была и не знала, что у нее двойня. То есть можно сказать и так, что очень многие женщины, в основном молодые, не очень такие серьезно относятся к этому делу, да? Ну, есть такие проблемы у нас. Вот, например, мы женщин берем в женской консультации на диспансерный учет до 12 недель беременности. А по УСьМАе, вот, например, за 95 год, до 12 недель встали только 60% женщин, которые должны, встали на учет. Вот. Мы их берем до 12 недель беременности, чтобы решить вопрос, рожать ли этой женщине. Многим женщинам нельзя рожать по состоянию здоровья. Вот. Потом на ранней стадии выявлять какие-то заболевания матери, потом осложнения беременности, чтобы раньше выявить и их вовремя пролечить женщин. Вот. Может, женщина не знает, что женщины, которые встают до 12 недель, у нас имеют, не то что преимущество, а как бы льготу небольшую. Вот. Мы им выписываем справку, и по этой справке они в 10-кратном размере минимальной зарплаты получают единовременное пособие к декретному отпуску. Может, не все женщины знают вот это как сказать, поощрение женщин, кто раньше встает на учет до 12 недель беременности. Первородки вообще не знаю, без декретного приходит рожать до последнего дня работы. Тут недавно такой случай был. Девушка у нас рожала, до последнего дня она работала. Нигде не состоялась, сразу поступила, родила. Значит, она действительно лишилась она до родового отпуска, вот этого дополнительного отпуска, все, она решилась. Получит только после родового отпуска, так как она нигде не обследовалась, на учете не состояла у нас. То есть само незнание молодых женщин приводит к тому, что потом... Незнание, может быть, пытается скрыть почему-то беременность, нежелательная беременность, или, может быть, по показаниям, что нельзя рожать, недопонимает, что это вред ей. Чтобы сохранить беременность, решается на это. А что вы посоветуете вот тем молодым женщинам, которые готовятся становиться матерью, чтобы не было вот таких
тяжких последствий? Ну, конечно, прежде всего вовремя встать на учет, то есть до 12 недель беременности встать на учет, проконсультироваться с врачом. И согласно, как требует врач, постоянно ходить в женскую консультацию, наблюдаться, обследоваться и вовремя лечиться. Тогда больше шансов, что женщина родит нормально и родит здорового ребенка. А много ли у вас сейчас случаев, когда женщины решаются на 4-го, 5-го и так далее ребенка? Ну, я бы сказала, не так уж и много. Теперь стараются рискнуть на такой шаг. 4 ребенка, это уже много у нас, даже 3 много уже. Ну, есть случаи, конечно, но в основном без наследов таких отдаленных. Скажите, это женщины какого возраста? Да, есть и до 40 лет, и в 40 лет. Вот женщина с Ледика, она у нас лежит, 6-го ребенка родила. Сегодня выписывается домой. Это ей 40 лет, 6-й ребенок. Но она, это видно, семья у них благополучная, похоже, что желанный ребенок будет. Спасибо. В муках, с криками и слезами боли и радости рождаются дети. И самый благородный поступок женщины на этой земле – родить ребенка. Пока мы готовили программу, на свет родились 3 богатыря, здоровые, крепкие и красивые мальчики. И эти женщины, Ирина, Любовь и Надежда, самые счастливые. Просто вглянитесь в их лица, уставшие, измученные, но полные радости и материнской любви. Как хорошо под мамино крыло свернуть дороги дальней бесконечной. Хоть на денек стать девочкой беспечной и ощутить родимое тепло. Мои мамы и сестры, любимые и незнакомые, подруги и товарищи, кланяюсь вам в
вскормившим меня грудью, хлебом, потом и кровью, верой и терпением. Кланяюсь вам, спасавшим меня в болезнях и горестях, в ненастях и трудностях. Кланяюсь вам, великие труженицы земли, кланяюсь вам, хранительницы наших очагов и нашей памяти. Кланяюсь тебе, Матерь рода человеческого, имя которой — женщина.